Коллеги, добрый день всем. Прошу в чате откликнуться, видно ли видео. В левом верхнем углу видна ли презентация в правом углу. Два плюсика надо поставить в чате, что презентация видна. Она работает. Вот я попробовал ее листануть туда-назад. У кого не видно, у кого что-то не видно, либо перезайти надо будет в вебинар, либо Ctrl+F5 опробовать кэш почистить браузера, ну, и поэкспериментировать разные браузеры или что-то там еще. Как правило, что-то помогает, что-то нет. Если все это не поможет, ну что, придется посмотреть потом в записи. Запись мы тоже выложим завтра. Всем добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим республиканский семинар, посвященный вопросам обеспечения информационной безопасности и информационной безопасности детей. Скажу, что, возможно, немножечко мы запоздали с проведением этого мероприятия, потому что одна его часть посвящена предельно краткому подведению итогов тех мероприятий, которые прошли в прошлом календарном году. Но мы не можем не остановиться на некоторых моментах, поскольку в последующем и в дальнейшей нашей работе нам придется возвращаться к этим мероприятиям и повышать и обеспечивать необходимый уровень качества проведения этих мероприятий. В частности, в 2018 году, в период с сентября по декабрь 2018 года, по календарному плану Минпросвещения России во всех регионах проводились единые уроки безопасности в сети интернет. На протяжении всех 5 лет, в которых ежегодно проводились эти единые уроки, была определена некая единая дата для проведения всех мероприятий и сформировался целый комплекс мероприятий, которые проводятся под этим единым названием. Ежегодно поступают и в ваш адрес направляются рекомендации Минпросвещения России и с некой временной комиссии Советов Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, собственно, которая является инициатором этого мероприятия федерального уровня. В пятый раз Республика Коми участвует в этих мероприятиях уже с 2014 года. В 2018 году был 5-й по счету единый урок. Все мероприятия, как я сказал, уже проводились в период с сентября по декабрь 2018 года. Вместе с тем, для, так скажем, унификации и организации единого подхода в проведении всех мероприятий, Министерством образования Республики Коми было принято, так скажем, решение и определен более узкий период. В середине декабря мы подвели итоги участия и, увидев статистику, пришли к выводу, что охват общеобразовательных организаций, доля школ, которые приняли участие в единых уроках, в 2018 году по непонятным для нас причинам несущественно, но снизилась. Хочу обратить внимание, что в течение 2017 и 2018 года неоднократно и говорилось, неоднократно и отражалось в соответствующих решениях и документах, что в федеральном мероприятии, конкретно это мероприятие, необходимо обеспечивать все-таки максимальный охват школ, максимальный охват детей, максимальный охват родителей и педагогов. Так вот, если в 2017 году доля школ, которые приняли участие в организации единого урока безопасности в сети интернет, составляла 88%, то в 2018 году доля образовательных организаций составила 83%, при том, что обеспечить следовало охват полный. Что касается
охвата детей, обучающихся в едином уроке, который состоялся в 2018 году, в мероприятиях единого урока, приняло участие около 53 тысяч человек, что не составляет, в принципе, даже половины от всей категории целевой аудитории этих мероприятий. Мы очень хотим и очень надеемся, что в следующем учебном году, уже начиная с следующего учебного года и на протяжении всего учебного года в мероприятиях, которые посвящены обеспечению информационной безопасности детей, которые посвящены медиаграмотности, которые посвящены кибербезопасности, все-таки охват и активность в участии будет на существенно более высоком уровне. А методическая поддержка всех данных мероприятий как регионального уровня, как федерального уровня осуществляется уже на протяжении последних нескольких лет Институтом развития образования. В случае возникновения каких-либо вопросов, необходимости получения каких-либо материалов для проведения занятий, каких-то уроков, лекций, акций, необходимо обращаться в Институт развития образования, в Центр информационных технологий с тем, чтобы получить необходимую помощь и получить необходимые разъяснения, что, как, когда и зачем. Вместе с этим в 2018 году мы начали новую практику совместно с управлением Роскомнадзора по Республике Коми. Мы организуем так называемые единые онлайн-уроки, урок с Роскомнадзором. В 2018 году их состоялось 4 для различных категорий обучающихся. Сегодня более подробно об этих мероприятиях, а также о иных мероприятиях, проводимых для отрасли образования управлением Роскомнадзора по Республике Коми, остановятся сотрудники Роскомнадзора и более подробно расскажут. Что хочу еще дополнительно отметить. Помимо, собственно, федеральных мероприятий, либо региональных мероприятий, которые организуются централизованно, которые, так скажем, продиктованы и рекомендованы настоятельно, необходимо не забывать, что сегодня вопросы обеспечения информационной безопасности детей с каждым годом становятся все актуальнее для нас и становятся все более, так скажем, сложнее, поскольку охват, разнообразность мероприятий просто уже начинает превышать все возможные границы, но необходимость никто не отменял. И с учетом актуальности мы считаем, что данное направление деятельности как органов управления образования, так и образовательных организаций, оно должно оставаться в приоритете. Еще один момент дополню. С 1 апреля в Республике Коми совместно Министерством образования и Управлением Роскомнадзора по Республике Коми организованный конкурс республиканский стартует. Конкурс проводится для обучающихся общеобразовательных организаций. Республиканский конкурс «Защити свои персональные данные». Конкурс проводится по 2 номинациям. Мы ожидаем вашего активного участия, мы ожидаем максимальное количество участников и максимальное количество работ. По тем мероприятиям, которые мы организуем и проводим совместно с Роскомнадзором, я предлагаю выступить Сергею Сергеевичу, сотруднику управления Роскомнадзора по Республике Коми. Всем здравствуйте и поздравляю всех с Днем космонавтики. По поводу мероприятий, проводимых совместно Миноборнауки и Управление Роскомнадзора по Республике Коми, один из интересных и очень обширных – это открытый урок с Роскомнадзором. Да, правильно сказал Евгений Евгеньевич, проводился 4 раза в 2018 году, и в этом году впервые он провелся в записи и с помощью трансляции через Криро. Также мероприятия профилактического характера проводятся Роскомнадзором постоянно. То есть вот сегодня я был в гимназии номер 1 Эжинского района. Также проходят профилактические мероприятия летом
как в оздоровительных лагерях. Вот. Если есть необходимость у Сыктывкара и близлежащие районы в профилактических мероприятиях от Роскомнадзора, пожалуйста, звоните напрямую к нам в отдел, это 40 01 24, мой телефон добавочный 112, для приглашения на такие мероприятия. На мероприятия мы зачастую ездим с МВД Республики Коми, и стараемся интересно детям рассказать, как защитить свои персональные данные, как вести себя в сети интернет, какой объем персональных данных необходимо опубликовывать, какой не нужно опубликовывать в сети интернет. Очень важно, я всегда говорю детям, что должен быть родительский контроль, и что родители самые-самые важные люди в вашей жизни. То есть, чтобы они более лояльно, в силу своего детского и юношеского максимализма, относились к родителям. Также Евгений Евгеньевич сказал по поводу конкурса. Мы ждем вашей работы. Также я бы еще хотел сказать преподавателям, учителям, которые нас слушают. Сайт Роскомнадзора по Республике Коми. Опубликован сейчас QR-код. Вы, наверное, все видите на экранах. Этот QR-код, пожалуйста, можете... Да, в этот QR-код можете сохранять, передавать детям для удобства. То есть сайт Роскомнадзора. В разделе «Мультимедиа» у сайта Роскомнадзора существует очень много материала, видеоматериала, как защитить свои персональные данные, знакомство в сети, то есть куда уходят персональные данные и так далее. Также есть презентации в формате PDF. Пожалуйста, пользуйтесь этим материалом, мы будем только рады. В разделе, на главной странице нашего сайта, в разделе «Ничего личного» есть наша рубрика. Как Евгений Евгеньевич сказал, совместно Роскомнадзор и телеканал «Юрган» организовала свою рубрику. Там тоже вы можете посмотреть интересные темы, показать им детям, то есть ребятам и так далее. Я бы очень просил обеспечить побольше, конечно, подключения к открытым урокам с Роскомнадзором. В силу охвата и чтобы дети, ребята могли все-таки узнать про персональные данные. Также, наверное, все с Роскомнадзором. В принципе, у меня коллега расскажет в своей части, Евгений Евгеньевич, в своей части. Да? Спасибо всем. Да. Еще раз обращаю внимание на охват, еще раз обращаю внимание на актуальность тематики, еще раз обращаю внимание на то, что мероприятия проводятся на уровне как федеральном, в которых участвуют все субъекты Российской Федерации, так и на региональном уровне. Очень не хотелось бы видеть такие показатели, как по прошлому году. По единому уроку мы имеем возможность отслеживать по Троицко-Печорскому району, по Прилузскому району, по Карткировскому, по Сыктывдинскому, по Усть-Вымскому, по Книжпогосскому, когда по Ухте, когда охват оставляет желать лучшего. Переходим к следующему вопросу. Он связан с рассматриваемой тематикой, и он является не менее актуальным. Во-первых, мы все понимаем, что сегодня практически все население страны пользуется современными средствами коммуникации, которые позволяют использовать ресурсы сети интернет. В сети интернет есть возможность получения доступа к информации любого содержания и любой категории, которая может являться разрешенной для детей, а может являться одновременно запрещенной для распространения на территории всей Российской Федерации в соответствии с законодательством. В последнее время в связи с событиями, которые происходили в образовательных организациях в 2018 году, немало внимания стало уделяться тематикам
участие несовершеннолетних в социальных сетях в различных группах. В группах криминального характера, в группах, которые призывают к совершению самоубийств, в группах, в которых распространяется негативная информация, в группах, в которых которые содержат призывы к действиям противоправного характера. По Республике Коми такие случаи выявлялись, притом в достаточно большом количестве они выявлялись. Мониторинг проводился как образовательными организациями, так и Министерством образования, а также рядом других органов. В чем проблема? Проблема в том, что несмотря на имеющиеся в официальных правовых документах министерства, касающихся вопросов безопасности, указания и рекомендации на активизацию этой работы, указания на необходимость все-таки отслеживания в том или ином виде мониторинга, может быть, еще в форме каких-то мероприятий, участие несовершеннолетних в таких группах, не то чтобы даже зачастую участие, но бывали случаи, когда и сами несовершеннолетние, обучающиеся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, становились организаторами таких групп, и это было в том числе и на территории Республики Коми, и на территории муниципальных образований Республики Коми. Немаловажная составляющая этой работы заключается не только в, собственно, проведении этого мониторинга, но и в реагировании на выявленные факты. В рамках тех работ, которые в образовательной организации уже в любой практически построены давным-давно, касаемо организации контентной фильтрации, так называемой, тех работ, которые направлены на выявление сайтов, содержащих в себе запрещенную информацию. Необходимо также понимать, что в этой работе следует уделять внимание не только тому, что находится в сети интернет в целом и какая запрещенная информация в проверке доступности этой информации, но и в том, как дети, как обучающиеся конкретной образовательной организации, так скажем, ведут себя в сети интернет. Кроме того, в случае выявления что тех фактов, неважно, как я уже сказал, необходимо обеспечить адекватное, правильное, соответствующее требованиям законодательства реагирование. Порядок определен. В случае выявления какой-либо запрещенной информации мы должны направить соответствующее сообщение, сформировав его посредством формы, размещенной на сайте Роскомнадзора через единый реестр. Решение по вашему сообщению будет принято уполномоченными органами, и в случае подтверждения фактов данный ресурс будет заблокирован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Здесь вопросов, так скажем, немного. По второй части, что касается участия несовершеннолетних, необходимо не только просто остановиться на том, что мы провели мониторинг, может быть, какие-то внутри школы мероприятия провели, но и понимать, что от степени, так скажем, угрозы, содержащейся, необходимо осуществлять взаимодействие со всеми заинтересованными органами и учреждениями профилактики. Сюда входит в том числе и Министерство внутренних дел Российской Федерации. То есть в случае, если мы выявляем в деятельности обучающихся, в деятельности студентов признаки, которые могут свидетельствовать о проявлении экстремизма, либо о проявлениях агрессии против обучающихся, реагирование должно быть во взаимодействии с правоохранительными органами. Этот порядок зафиксирован в приказе министерства в этом году, учебном, приказ номер 707, он издается ежегодно, поэтому вся необходимая правовая основа для проведения данной работы определена и, в принципе, работает.
Кроме того, сейчас, 20 апреля 2019 года, будет 20 лет с момента событий, которые имеют общее название Колумбайн. Тот самый случай массового убийства в Соединенных Штатах в образовательном учреждении студентов, обучающихся этого образовательного учреждения. Сегодня в Российской Федерации фиксируются многочисленные факты участия несовершеннолетних в социальных сетях в группах, которые имеют схожую направленность. Прошу еще раз всех обратить внимание на данное направление работы и действовать в строгом соответствии с тем, что нам предписывает законодательство Российской Федерации. По вопросам о презентации. То, что сейчас представлено на экране, оно статичное, здесь не предполагается презентация. Кроме того, все данные вопросы составляют, так скажем, часть системы работы по обеспечению безопасности в образовательной организации. Мы все знаем, что с 2017 года данной тематике безопасности образовательного процесса уделяется еще большее внимание, чем даже информационной безопасности детей. То есть все, что делается в образовательной организации, должно соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к антитеррористической защищенности, к пожарной безопасности, к санитарно-эпидемиологической безопасности. С 2017 года вступили, в частности, в силу новые требования к антитеррористической защищенности образовательных организаций. Мы должны понимать, что в процессе данной работы зачастую мы сталкиваемся с необходимостью обработки тех или иных видов информации. Самый такой яркий пример – это организация пропускного режима, вопросы, которые возникают при организации пропускного режима, при регистрации посетителей, при регистрации родителей, вопросы, которые возникают при идентификации посетителей, в частности, идентификации обучающихся. Я на протяжении последних 2 дней находился в Усинске. Я видел системы контроля и управления доступом, которые работают с использованием фотографий, содержащихся в системах контроля и управления доступом. Помимо этого, очень много предложений на рынке, так скажем, имеется в части использования биометрических данных, в части использования распознавания лица. То есть эти технологии будут постепенно приходить и постепенно внедряться в работу по обеспечению безопасности в образовательных организациях. Помимо этого, в каждой образовательной организации есть уже, так скажем, устоявшиеся процессы, которые предполагают публикацию персональных данных как обучающихся, так и работников, возможно, родителей в каких-либо общедоступных местах. Данный вопрос, я считаю, тоже связан с обеспечением безопасности. Я видел своими глазами случаи, когда вывешиваются в общем доступе списки родителей детей, посещающих лагеря. Так вот, в этих списках содержались не только, так скажем, фамилии, либо те сведения, которые необходимы для достижения данной цели, которую вы преследуете при вывешивании этого списка, но и полные домашние адреса, а также номера сотовых личных телефонов. В Министерство образования поступают жалобы граждан, связанные с такими ситуациями. Поступают жалобы граждан, связанные с тем, что в некоторых случаях родителям предлагается ознакомиться с некими типовыми формами, которые в себе содержат сведения о задолженностях по каким-либо платным услугам, которые содержат в себе сведения, не относящиеся к людям, которым предлагается с ними ознакомиться. В общем, получается, что в каждодневной, в повседневной деятельности образовательной организации имеет место процесс обеспечения безопасности
в том числе и обрабатываемых в образовательных организациях персональных данных. И более подробно по данному вопросу я хочу попросить выступить с ДОР Ларису Георгиевну, сотрудника управления Роскомнадзора по Республике Коми. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим о защите персональных данных, которая непосредственно должна осуществляться внутри учреждений при работе с этими данными. У меня почему-то слайд не листается. Слайд не листается. Значит, как уже сказал Евгений Евгеньевич, при постоянной, при каждодневной работе вы сталкиваетесь в той или иной мере с персональными данными. Сегодня по просьбе образовательных учреждений были у нас и письма, приходили к нам в управление о том, что, в общем-то, вы нуждаетесь в дополнительной информации в соответствии с тем, что у вас в соответствии с тем, что у вас постановление правительства начинает работать в ваших учреждениях, конкретно 1235 об утверждении требований к антитеррористической защищенности. Сначала мы поговорим на тему защиты персональных данных при видеонаблюдении, при проходном режиме. И уже в дальнейшем коснемся вопросов конкретно обработки и защиты персональных данных детей и их законных представителей. В соответствии с постановлением 1235 образовательные учреждения должны проводить определенные мероприятия по воспрепятствованию попадания на объект посторонних лиц, и чтобы, в частности, выявлять вовремя, профилактировать правонарушения. Как уже сказал Евгений Евгеньевич, это очень серьезная такая задача для образовательных учреждений, в связи с чем самому образовательному учреждению нужно подготовиться к данному моменту. Кроме установки определенного оборудования, любой мощности, любого назначения, организация должна предпринять определенные меры в соответствии со 152 федеральным законом, поскольку изображение само по себе, оно, как и любая другая информация, относится к персональным данным. Что есть персональные данные? Это любая информация, которой прямо или косвенно можно определить определенное лицо. Как мы с вами понимаем, при видеоизображении, при видеосъемке, соответственно, узнать ребенка не так сложно, да? Поэтому вот это изображение детей, видеонаблюдение и за детьми, и за преподавательским составом, и за лицами, которые посещают учреждение, естественно, называется обработкой персональных данных, поскольку видеосъемка производится, где-то она копируется, хранится определенное время, и по истечению определенного времени она уничтожается. Поэтому операторами, коими вы будете являться, либо будете заключать договоры с третьими организациями, но тем не менее оператором будете являться вы, непосредственно образовательное учреждение. И ответственность за сохранность этих персональных данных в виде изображения будете нести конкретно вы, поскольку, как мы уже видим, по определению обработка – это любое из действий, которое производится с персональными данными. В соответствии с 152 статьей Гражданского кодекса, 152 статья Гражданского кодекса, она конкретно определяет, в каком случае требуется согласие на обработку персональных данных, в каком случае не требуется. Мы будем исходить из того, что постановление правительства, оно все-таки является законодательным, нормативно-правовой акт в соответствии с тем, что видеофиксация, видеонаблюдение определено нормативно-правовым актом. В данном случае образовательным учреждениям согласие на обработку персональных данных не требуется. Но, тем не менее, сохранность изображения, естественно, она закрепляется и Гражданским кодексом, и Административным кодексом, ответственность за распространение того самого формата, который у вас будет храниться. Поэтому к данной информации, к изображению, естественно, нужно относиться довольно серьезно. И в соответствии со 152 федеральным законом, статьей 18.1, на оператора накладываются определенные обязанности по принятию мер технического, организационного характера, по обеспечению безопасности персональных данных.
Поскольку вы уже работаете не первый год, естественно, у вас есть определенные локальные акты, которые вы принимали до того, как установили у себя видеонаблюдение. Тем не менее, на сегодняшний момент, если у вас внедряется система видеонаблюдения, то процесс обработки персональных данных, соответственно, у вас меняется. И корректировка, изменения, внесение изменений в внутренние локальные акты тут просто необходим. Почему? Если вы посмотрите внимательно 152 федеральный закон, в котором четко определено, что должны быть приняты меры, должны быть приняты локальные акты, в локальных актах, во внутренних локальных актах должно быть определено и категория персональных данных, категория субъектов. То есть у вас на сегодняшний день меняется категория персональных данных, добавляется еще видеоизображение. Кроме всего прочего, при проведении проходного режима у вас добавляется такая категория, как посетители, которые могут не являться гражданами, которые принимают участие в образовательном процессе, то есть это могут быть и не дети, и не их законные представители, могут быть сторонние лица, которые в этом процессе не принимают никакого участия. Поэтому и категория здесь меняется. Кроме всего прочего, у вас меняются и лица, которые будут иметь доступ к данному информационному ресурсу. Поскольку, как мы с вами говорили, информация у вас будет записываться. Соответственно, она будет возможна для просмотра. Лица, которые будут иметь доступ к данному информационному ресурсу, они должны быть внесены во внутренние локальные акты. Конкретно должно быть определено, что можно, каким образом, то есть порядок обработки вот этих данных, которые будут на данном информационном носителе. Ну, допустим, такой пример. Информация у вас будет скапливаться в течение месяца, да? Ну, в соответствии с законодательством Министерства внутренних дел. Они могут запросить у вас информацию в случае совершения правонарушения. В течение 30 дней вы эту информацию должны хранить. Соответственно, во внутренних локальных актах должно быть определено, что информация хранится в течение такого-то периода, каким образом она будет уничтожаться, будет ли она резервироваться, что будет вот с этим информационным ресурсом, который у вас конкретно выводится на определенный монитор. То есть мы с вами все прекрасно понимаем, что сам процесс видеонаблюдения, он ведь и построен таким образом, что видеосъемка ведется, соответственно, граждане ставятся в известность, развешиваются таблички о том, что ведется видеонаблюдение. Видеонаблюдение где-то на каком-то мониторе отображается. Есть лицо, которое наблюдает за видео, которое происходит, что происходит внутри образовательного учреждения. Если лица, которое наблюдает за этим, нет, то, в общем-то, и смысла нету самого такого процесса съемки, видеонаблюдения. Поэтому, естественно, лица должны быть предупреждены еще, кроме того, что уведомлены о том, что есть определенный функционал и должностные инструкции вносятся дополнительные сведения. Кроме того, лица, которые допущены к этой информации, также должны быть уведомлены о том, что они не имеют права разглашать эту информацию, которая им стала известна в течение исполнения своих должностных обязанностей. Поэтому, как вот вы слышали, есть определенный механизм, который должен быть закреплен в самом локальных актах. Ну, как правило, это положение по обработке персональных данных, в котором конкретно нужно будет поработать, привести его в соответствие с фактической деятельностью учреждения, поскольку то, что у вас было ранее, сейчас уже несколько меняется. Кроме всего прочего, в соответствии с Трудовым кодексом, при установке видеонаблюдения в образовательных учреждениях педагоги, которые осуществляют, вообще граждане, которые трудятся на данном объекте, где будет осуществляться съемка, должны быть ознакомлены с тем, что ведется видеонаблюдение. В соответствии с Трудовым кодексом это изменяет каким-то образом и сам процесс обучения, и граждане должны знать, под роспись должны быть ознакомлены с внутренним документом, который конкретно будет говорить, предписывать ведение вот этого видеонаблюдения. Поэтому самым первым моментом будет приведение внутренних локальных актов в порядок. Также
нужно будет, кроме всего прочего, вносить изменения и в контрольные мероприятия. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что в соответствии со статьей 18.1 в учреждении обязательно должен быть назначен ответственный по обработке персональных данных, у которого имеется определенная инструкция, да, по которой он действует. И в соответствии с законом он, естественно, в соответствии с этой статьей, должен определять порядок контрольных функций. То есть каждая организация должна принимать для себя план проведения проверочных мероприятий по обеспечению защиты персональных данных. Так вот, в этот план мероприятий тоже необходимо вносить изменения, конкретно касающиеся самого видеонаблюдения, поскольку тут уже вполне возможно, что в организации нужно будет определить комиссию и ввести в комиссию лицо, которое непосредственно хорошо разбирается в данном информационном ресурсе, естественно, который сможет проводить данные мероприятия. Ни для кого не секрет, что не у всех в организациях назначены лица, которые владеют и юридическими моментами, правовыми моментами конкретно, чтобы определить организационные мероприятия и принять определенные документы, скажем так, в надлежащем формате, который соответствует законодательству. И в то же время, чтобы этот человек обладал какими-то знаниями, техническими знаниями, чтобы понимать. Поэтому вполне возможно в организациях нужно будет подумать о том, чтобы ввести дополнительно в члены комиссии определенное лицо. Кроме всего прочего, как уже известно, в организациях будет проводиться и проходной режим, и заключаться договоры с третьими лицами, которые будут осуществлять вполне возможно и наблюдение, вполне возможно и охрану. В соответствии со статьей 6 Федерального закона 152 организация имеет право поручить обработку персональных данных третьему лицу в пределах договора. То есть отношения должны быть договорные. В договоре обязательно должны быть закреплены условия конфиденциальности, поскольку информация, которая обрабатывается в образовательном учреждении, будет доступна третьему лицу, третьей организации. Естественно, от этой организации, соответственно, нужно требовать, чтобы были приняты меры по защите этого информационного ресурса, по обеспечению безопасности данных, которые будут в том или ином русле просматриваться, поскольку в соответствии с частью 5 6 статьи оператор несет полную ответственность за те персональные данные, которые будут переданы, поручена будет обработка третьему лицу. То есть третье лицо, соответственно, работает под вашим, не руководством, скажем так, под вашим внимательным взором. То есть обговаривать и договариваться, обговаривать все условия обработки персональных данных в пределах, скажем так, защиты посредством видеонаблюдения либо проходного режима, нужно будет проговаривать и прописывать все в договоре. Кроме всего прочего, осуществляя надзорные мероприятия, мы очень часто сталкиваемся с таким, скажем так, не нарушением, а с таким халатным отношением к тому, что организация, будь это образовательная организация, либо другое юридическое лицо, нанимает третье лицо для охраны помещений. Понятное дело, благое, да, обеспечение безопасности. И в то же время понятия не имеет, какая же должностная инструкция у данного лица, который осуществляет охранные мероприятия. То есть заключили договор с юридическим лицом, они вмешиваются в деятельность определенного физического лица, который исполняет свои функции. Поэтому в этом смысле хочется, чтобы образовательные учреждения, заключая такие договоры, обращали внимание на то, что граждане, которые будут непосредственно заниматься трудовой деятельностью, должны были быть уведомлены о том, что есть такой функционал, и с них требуется обязательно обеспечение конфиденциальности информации, то есть разглашение информации в этом случае невозможно ни в коей мере. Особенно если это будет производиться еще и проходной режим. Для того, чтобы осуществлять проходной режим, в организации должны быть приняты определенные тоже организационные меры. То есть утвердить нужно будет журнал проходного режима, и уже готовый журнал предъявлять третьему лицу организации для его ведения.
Конкретно также в договоре определить порядок хранения данного журнала, порядок внесения туда информации и порядок соблюдения конфиденциальности той информации, которая будет заноситься в журнале. То есть имейте в виду, что в соответствии с 687 постановлением правительства информация, персональные данные, которые будут заноситься в данном журнале, они должны быть утверждены каким-то внутренним локальным актом. Естественно, этот локальный акт должен определять необходимость внесения вот этих персональных данных в данный журнал. Кроме всего прочего, хотелось бы предостеречь от всяких разных ознакомлений граждан в журнале. То есть, когда вы ознакомливаете лицо с его персональными данными, что он соглашается с тем, что у него берете эти данные, имейте в виду, что гражданин не должен видеть персональных данных лиц, которые были ранее записаны в этом журнале. Поэтому хотелось бы предостеречь вас, чтобы всякие ознакомления с его персональными данными при проходном режиме исключить. По практике, когда производится проходной режим, как правило, выписываются определенные временные удостоверения. Были у нас в проверочных мероприятиях такие организации, в которых было четко определено. То есть в самом талончике, который идет конкретно на проход, туда не записывались персональные данные. То есть они были обезличенные, допустим, либо фамилия, либо просто там номер проставлялся, что человек проходит в такой-то кабинет. Но фамилия, инициалы, как вы знаете, это не является персональными данными. И в журнале в самом тоже прописывались именно фамилия, инициалы, и в самом талончике на проход. И потом этот же проходной талон возвращается лицу, которое осуществляет проходной режим. Соответственно, этот талончик каким-то образом должен храниться, особенно если он содержит персональные данные гражданина. Допустим, организации удобнее ввести проходной режим с введением вот этих вот пропусков временных с указанием полных данных граждан. Соответственно, когда гражданин возвращает вам этот проходной талончик, он должен храниться в соответствии с 687 постановлением в месте недоступном для других лиц. И может храниться определенное время. Допустим, вы внутренними локальными актами определили, что временный пропуск будет храниться у вас у ответственного. Допустим, человек отработал 12 часов, он меняется. По окончанию смены он передает эти талончики либо старшему по смене, либо кладет их в сейф и, допустим, по истечению недели он их сдает старшему для уничтожения, поскольку они носят персональные данные. Если же в самом временном проходном этом талоне не будет указано персональных данных, в этом плане уже не так жестко можно действовать. То есть можно собирать определенное время эти талончики, а потом уже их уничтожать. Но тем не менее, эти правила должны быть прописаны во внутренних локальных актах самого оператора, поскольку оператор несет ответственность за то, что он хранит на бумажных носителях. Поэтому вот при осуществлении проходного режима видеонаблюдения большая рекомендация соблюдать законодательство. Кроме всего прочего, статья 22 Федерального закона о персональных данных, часть 7 гласит о том, что в случае изменений сведений, указанных в части 3, то есть каждая организация обязана предоставить, обрабатывающие персональные данные, обязана предоставить уведомление по обработке персональных данных в уполномоченный орган, что многими организациями сделано. Кто еще только начинает осуществлять свою деятельность на подходе, тоже предоставят. И при внесении во внутренние локальные акты изменений, соответственно, нужно будет предоставлять информационное письмо внесения изменений, сведения, которые уже имеются в уполномоченном органе в реестре операторов по обработке персональных данных. И конкретно 22 статья, часть 7, вас обязывает в течение 10 дней предоставлять информационное письмо в течение 10 дней после внесения изменений. То есть вы можете готовиться, процесс может идти долгим, да, но если ваши внутренние локальные акты и в фактической деятельности у вас поменялось что-либо, вы предоставляете информационное письмо о внесении изменений. Кроме всего прочего, хочу напомнить, не забывайте, если же у вас будет информация храниться, допустим, такой пример. Есть несколько
образовательных учреждений, у которых, допустим, заключен договор с одним частным охранным предприятием, которое будет хранить эту информацию вне учебного заведения на своей территории. То есть в этом случае центры обработки данных ваших детей и граждан, которые попадают на ваше учреждение, будет не в вашем месте, не в вашем. То есть нужно будет предоставлять тоже информацию о том, что есть центр обработки по такому-то адресу вот этой организации, ЦОД, как он указывается в информационном письме, не собственный, и указываете НН, название организации, которая ответственна за хранение этих данных. Но тем не менее, это персональные данные с вашего учреждения. Поэтому нужно внимательнее подходить к данным вопросам, поскольку при проверочных мероприятиях часто у нас возникают вопросы, что такого понимания, что такое ЦОД, как у нас указывается на сайте управления, у людей-то нету. ЦОД – это центр обработки данных. Данные могут быть как на бумажных носителях, так и на информационных носителях. В пределах 152 федерального закона персональные данные, центры обработки – это полный объем персональных данных и на материальных бумажных носителях, и на электронных информационных ресурсах. Поэтому уведомляю вас о том, что если вдруг в ваших организациях такое вот разночтение есть непонимание, то есть необходимость обратить на это внимание. Но по данной части я думаю, что все. Если вдруг есть вопросы, можете либо задавать их, либо обращаться непосредственно за консультацией в управление. У нас также ведется консультация при личном посещении, ведутся консультации и по телефону. Поэтому по всем вопросам можно обращаться. Не именно вот касающиеся сегодняшних вопросов по видеонаблюдению, вообще по всем вопросам обеспечения безопасности персональных данных. Вполне возможно, что есть какие-то вопросы, которые не совсем понимаете. Мы готовы к контакту, мы всегда разъясняем, каким образом в той или иной ситуации стоит поступить, что лучше предпринять. Поэтому спасибо за внимание. Уважаемые участники семинара, подводя итог выступления Ларисы Георгиевны, хочу еще раз обратить ваше внимание, что в самом процессе обеспечения безопасности необходимо соблюдать требования к безопасности обрабатываемых персональных данных. Это и видеонаблюдение, это и системы контроля управления доступом, это идентификация граждан и при использовании журналов регистрации, и при использовании фотоизображений, и при использовании технологий распознавания лица, и при использовании биометрических персональных данных. Если вы сомневаетесь, а можно ли, вам предлагают какие-то коммерческие организации внедрить такие системы, и вы планируете их внедрение в течение 2019 года, очень много организаций будут внедрять у себя системы контроля и управления доступом. Я все-таки предлагаю консультироваться в управлении Роскомнадзора по Республике Коми для того, чтобы не допускать нарушения в сфере обработки персональных данных. В принципе, все, что мы хотели донести до вас, было озвучено. Мы всегда хотим получить максимум обратной связи, максимум пожеланий, максимум предложений, неважно по текущему семинару, либо по тем мероприятиям, которые организуются в течение учебного года. Всегда ждем предложений и замечаний по улучшению, может быть, по изменению форматов, может быть, еще что-то. И сейчас тоже ожидаем ваши вопросы в чате посредством видеосвязи, у кого есть такая техническая возможность, и готовы ответить. Есть вопросы. Есть вопросы, касающиеся конкретно распространению персональных данных граждан, конкретно детей. Можно ли фотографии отдельно каждого ребенка размещать на сайте? Хочу вам сказать, что в
В соответствии с законодательством, размещение фотографий на сайтах, в одиночке особенно, оно, в общем-то, не предусмотрено даже согласия самого законного представителя. Групповая фотография, она может размещаться при проведении общественно значимых мероприятий. Тем не менее, хотелось бы уведомить вас о том, чтобы вопросов не возникало даже при размещении общих фотографий. Необходимо работать с родителями. Родители должны быть поставлены в известность о том, что фотографии могут размещаться, поскольку сегодня родитель может согласиться и в письменном виде вам подписать согласие на обработку персональных данных, но мы с вами живем в современном мире, все меняется. Соответственно, при следующей трансляции каких-либо фото необходимо ставить родителей в известность, поскольку в соответствии со 152 федеральным законом любой гражданин имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных в любой момент. То есть на сегодняшний день вполне возможно родитель согласен, а завтра он скажет: извините, не хочу, чтобы мой ребенок, мало ли какие обстоятельства у семьи есть, чтобы мой ребенок светился где-то на фотографиях в общедоступных источниках. Поэтому при распространении сведений о детях вообще надо быть очень аккуратными. Вплоть до того, что были у нас СНПД мы проводили, размещались и списки детей на сайтах в необезличенном виде. Как вы уже видели сегодня на слайде, что персональные данные – это любая информация, по которой можно прямо или косвенно идентифицировать лицо. Допустим, вы размещаете информацию о проведении каких-либо мероприятий, указываете там фамилия, инициалы, класс, школа. Вроде бы отдельно каждая из этих категорий персональных данных, она обезличена. Но тем не менее, когда вы указываете класс ребенка и фамилия, инициалы, идентифицировать ребенка можно очень легко. Поэтому, если вы размещаете какие-то работы, которые, допустим, и родители дали согласие на то, чтобы разместить эти работы в общедоступных источниках, старайтесь избегать информации, раскрытия информации о несовершеннолетних. Все-таки это очень уязвимая категория граждан. Поэтому, если уже размещаете, допустим, указываете там Маша, 5 класс, да, вот эта информация, она будет конкретно уже носить такой обезличенный характер. Если размещаете информацию на стендах, понятно, что каждому учебному заведению хочется, чтобы все видели, что у них есть определенные заслуги. Допустим, ребенок проучился у вас до окончания школы, затем закончил учебное заведение, и на сегодня он каким-то очень высоко поднялся, да, занимает какой-то определенный пост. Естественно, это заслуга, в том числе и вашего образовательного учреждения. И есть такие учебные заведения, которые размещают, наша гордость, да, гордость нашей школы, размещают информацию как и о детях, так и о взрослом населении. В этом случае обязательно должно быть согласие. Если размещаете информацию о детях, фотография размещается, либо просто в списке ребенок есть, победил на Олимпиаде, да, то, естественно, должно быть согласие родителей. Согласие также должно быть от взрослых граждан, которые... сделать в заднем кармане, которые конкретно у вас публикуются на сайте, либо размещаются на информационных стендах. Поэтому в этом плане нужно быть очень внимательным. В отношении видеорегистратора, который может находиться на вахте, я вам хочу сказать, что видеорегистратор тоже информационный ресурс, и информация на нем содержится определенное количество либо часов, либо времени, и оно, естественно, хранится. Эта запись, она хранится. Поэтому это тоже информационный ресурс. И о том, что у вас будет стоять видеорегистратор, а не видеокамера, тоже должно быть оповещены граждане, которые посещают ваше образовательное учреждение. Должна быть табличка. Все-таки это видеосъемка, хоть она и производится на видеорегистратор. И использоваться она может тоже только в правовом русле, только в определенных целях. Здесь на экране вопрос. Нужно вносить в журнал паспортные данные посторонних лиц? Давайте исходить из того, нужно ли вообще образовательному учреждению паспортные данные у посторонних лиц. Понятно, что в соответствии с постановлением 1235 вы должны защитить своих детей и граждан, которые находятся в учебном
в образовательном учреждении. Соответственно, вы сами принимаете решение. Если нужно вам эту информацию вносить, вносите, поскольку если, не дай бог, что-то произойдет, и у вас будет, если будет правонарушение, у вас будет полная информация о гражданине. Но в этом случае, во-первых, я уже, как говорила, в локальном акте должно быть определено. Во-вторых, вот этот журнал, вы его должны беречь как зеницу ока, чтобы, не дай бог, кто-либо увидел эти данные. Поэтому тут уже определяете вы. Если вы считаете необходимым внесение паспортных данных в данный журнал, и оно чем-то у вас мотивировано, а у вас на сегодняшний день есть мотивация постановления, но тем не менее само постановление вам не говорит о том, что вы должны брать эти данные у граждан. Поэтому смотрите. Вполне возможно, серия и номер будет достаточно, больше ничего. Фамилия, инициалы, серия, номер. Но в этом случае паспорт должен храниться очень так конкретно. То есть место, в котором будет храниться данный документ, оно не должно быть в общем доступе. Как правило, у вас проходной режим проводится, и журнальчик лежит открытым. Будут ли соблюдены условия конфиденциальности, когда журнал открыт? Будут ли соблюдены условия конфиденциальности, когда к вам приходит гражданин и предоставляет вам паспортные данные, вы при нем же вносите в журнал? Ведь он же будет видеть то, что у вас записано было ранее. То есть если это будет стойка на вахте организована таким образом, что вахтер записывает данные, но лицо, которое перед ним стоит и предоставляет ему документ, не будут видны персональные данные, которые он ранее записал, то, пожалуйста, вносите. И журнал у вас не будет в доступе. Но если же это будет вот обычный, простой, рабочий журнал, как обычно он стоит на вахте, да, вахтер записывает, гражданин видит и свои данные, и данные там полжурнала может видеть, полстраницы, то это уже будет нарушение условий конфиденциальности. Тут вы смотрите сами. Если вы можете сохранить эти данные, имеете такую возможность, вносите. А вообще это во внутренних локальных актах определяете. Если будет закреплено, да, обязательно нужны вам эти данные. Да, будет установлено определенное оборудование, которое защитит данные граждан от случайного доступа. Будет выделено место, сейф, либо это будет запирающийся шкаф, в котором будет храниться данный журнал. Лицо будет извещено о том, что он не имеет права разглашать данную информацию и будет нести за это ответственность. Пожалуйста, вносите. Все зависит от того, насколько вам это необходимо. Спасибо. Вот в этом случае надо заполнять Согласия согласие? нет. Нет, согласие вы не должны брать в том случае, если это определено каким-либо нормативно-правовым актом. У вас на сегодняшний день два документа, которые конкретно говорят о том, что противодействие коррупции, и постановление, которое конкретно касается образовательных учреждений, постановление, которое вас просто обязывает вести данный вид работ, то есть вести проходной режим. Поэтому согласия никакого здесь не нужно. А вот если бы вы вносили бы сами определенную информацию и запрашивали бы определенные данные, которые не установлены никаким нормативно-правовым актом, в этом случае да. Журнал ведется не в ЧОПе. Когда... Имеет ли право учитель произносить при всех остальных родителях на родительском собрании оценки данного ребенка, если он плохо учит? Сейчас, секундочку, вопрос еще Сейчас по поводу журнала. Я вижу. Да. Давайте мы закончим сначала с журналом, а потом уже поговорим о данных ученика. Журналы ведут ЧОПы. Об этом я уже вам говорила. Значит, вы заключаете договор с третьей стороной в соответствии с частью 3 статьи 6. То есть вы имеете право поручить обработку персональных данных третьей стороне. Но тем не менее условия договора должны быть составлены таким образом, что организация, которой поручаются данные действия, несет полную ответственность. То есть конкретно указывается, что входит в функционал, какие данные он имеет право брать, и, соответственно, ставится в известность о том, что у него есть обязанность хранить молчание. То есть условия конфиденциальности должны быть соблюдены со всеми вытекающими последствиями при несоблюдении. Соответственно, тут одна организация заключает договор с другой организацией, и, конечно, с руководителем ЧОПа четко нужно определить, что должностные самого охранника должны были быть открыты для
руководителя образовательного учреждения, и корректировка уже вот должностных в отношении соблюдения безопасности той информации, которая будет у данной организации, естественно, оно должно корректироваться образовательным учреждением, поскольку, как я уже говорила, оператор, это образовательное учреждение, будет нести ответственность за то, как себя, извините, будет вести ЧОП и его сотрудники. Поэтому вы конкретно уже определяетесь с третьей стороной, что, извините, мы заказываем музыку, мы, значит, и будем руководить. Что вы можете в этой части, а чего не можете в этой части. Понятно, что по охране вы не можете им говорить, что и как они будут делать, но по сохранности той информации, да. В отношении информации, которая касается детей. Можно ли... Дополню по предыдущему. Мгм. Еще. Небольшое дополнение по ведению журнала и по частным охранным организациям. Что касаемо ведения журнала, министерством утверждена типовая инструкция в организации пропускного режима, вернее, типовое положение. В этом типовом положении, которое может служить основанием для издания в образовательной организации локального акта, уже своего, не типового, а конкретно под образовательную организацию, прописано, что при регистрации посетителей ведется журнал регистрации посещений. Форма журнала регистрации посещений предполагает определенный набор полей. В этот набор полей включены сведения о документе, удостоверяющем личность. Понятно, что вы можете уточнить, в скобочках написать серия и номер основного документа, удостоверяющего личность. Как-то по-другому написать под себя. Но, используя типовое положение, в принципе, вы соблюдаете то условие, которое определено постановлением 687 в части издания локального акта. Что касается частных охранных организаций. В феврале 2019 года разработанное министерством типовое техническое задание на оказание услуг в сфере физической охраны объектов образования было утверждено на заседании Межведомственной комиссии по безопасности. Оно направлено во все органы управления образованием и в образовательной организации для использования в работе. Оно может применяться как при подготовке конкурсной документации на конкурентные процедуры для заключения договоров об охране государственных муниципальных контрактов, так и при подготовке прямых договоров с частными охранными организациями в случае непроведения конкурентных процедур. Так вот, в этом типовом техническом задании условия и требования к частным охранным организациям, которые будут оказывать вам услуги по физической охране объектов образования, все прописаны. В их числе обязательное требование о соблюдении конфиденциальности, обязательное условие о неразглашении получаемых в процессе оказания услуг персональных данных граждан, посетителей, обучающихся, родителей и так далее, и обязательные требования о неразглашении вообще какой-либо информации об охраняемом объекте. По сути, опять же, применяя типовое техническое задание, вы исполните основные положения законодательства Российской Федерации, в том числе и относительно обработки персональных данных при привлечении частной охраны квалифицированной. Предлагаю к следующему вопросу перейти. Ну вот вижу на слайде, имеет ли право учитель произносить при всех остальных родителях на родительском собрании оценки данного ребенка, если он плохо учится? Вообще я вам хочу сказать, что это вопрос этический. Он не относится к самим персональным данным. Чисто с этической точки зрения, для чего это нужно? Это система порицания. Для чего при всех родителях говорить о том, что данный ребенок плохо учится? У вас есть возможность общаться с данным конкретным родителем и уже ему говорить о том, как ребенок учится. А что касается персональных данных, я считаю, что, в общем-то, на родительском собрании вы собираетесь, вы все вместе взаимодействуете, и тут без персональных данных просто, наверное, невозможно. Просто тут вопрос, да, я вам хочу сказать, что надо как-то проработать. Я считаю, что это неправильно, но законом это не урегулировано, по крайней мере, 152-м. Вполне возможно, что что-то у вас есть по методическим рекомендациям по образовательным учреждениям. Чисто с человеческой точки зрения, я считаю, что тут может быть нанесен моральный ущерб ребенку.
если это будет порицание вот таким вот образом, поскольку в зале, в аудитории будет находиться не один родитель, и эта информация может выйти дальше, и что там будет происходить, как родитель другого ребенка, который учится хорошо, произнесет эту информацию, либо не произнесет, преподнесет своему ребенку или нет, и каковы будут действия того ребенка, мы с вами не знаем. Поэтому тут больше вопрос этики. Я бы не рекомендовала вот такие вот меры предпринимать. Все-таки у вас образовательный процесс, а не процесс наказания либо поощрения. Спасибо. По следующему вопросу в чате. Где можно взять методические рекомендации для разработки локальных актов? Если речь шла про локальные акты, определяющие необходимость сбора персональных данных посетителей, то я, собственно, ответ дал. Есть типовое положение об организации пропускного режима. Оно утверждено приказом Министерства номер 209-П июля 2018 года. Он был направлен. Если речь идет о разработке локальных актов, регламентирующих порядок организации и обработки персональных данных в образовательной организации, то, опять же, в 2018 году полный комплект типовых документов в ваш адрес направлялся примерно в апреле-мае 2018 года, одновременно с организацией работы по подключению к ФИС ФРДО. В этот момент вами заключались соглашения о присоединении к государственной информационной системе электронное образование, которые подтверждали выполнение требований к защите информации, в которых, собственно, вы перечисляли все эти локальные акты. Вот приложением к письму, организующему эту работу, все локальные акты типовые были направлены в каждую образовательную организацию. Это и школы, это и профессиональные образовательные учреждения. Вячеслав Алексеевич, еще есть какие-то вопросы? Может быть, есть видео вопрос? У кого имеется возможность? Какие локальные акты по персональным данным должны быть в образовательной организации? Вообще, статья 18.1 152 федерального закона вам дает право самим определять, какие внутренние локальные акты вам принимать, какие организационные меры будет принимать организация. Но кратко коснемся того, что вам необходимо. В первую очередь, у каждой из образовательных организаций на сегодняшний день, практически у каждой, есть свой официальный сайт. Начнем с этого. Значит, политика – это краткий документ. Политика обработки персональных данных – это краткий документ, который говорит о том, как относится данное образовательное учреждение к персональным данным, обрабатываемым на данном сайте. Это обязательно должно быть. Данный документ говорит именно об установке, что обрабатываются, какие сведения обрабатываются, почему обрабатываются, в каких целях и что информация сохраняется. Условия конфиденциальности сохраняются. Кроме всего прочего, у вас должен быть один серьезный документ, либо вы их разобьете на много, это уже ваше право. Мы обычно называем это положение по обработке персональных данных. Что же должно быть в положении? В положении должен быть определен перечень персональных данных, которые обрабатываются в данном конкретном учреждении у конкретных субъектов персональных данных. То есть две категории. Категория субъектов должна быть определена, и в отношении каждой категории субъектов должен быть определен перечень персональных данных, который подлежит обработке. Далее у вас, как правило, во внутреннем документе определяются правила обработки персональных данных. В вашем случае, значит, обработка персональных данных в соответствии, если, допустим, есть договорные отношения с родителями на предоставление образовательных услуг, естественно, если обрабатываются эти данные только в самом образовательном учреждении, они возможны без согласия на обработку персональных данных. В случае же, если информация выходит за ваше образовательное учреждение, что на сегодняшний день так и есть, работать в закрытом таком пространстве сегодня мы не можем. В этом случае вы должны брать согласие на обработку персональных данных у законных представителей.
Это прописывается в правилах. Как правило, разрабатывается сама форма согласия на обработку персональных данных, на передачу этих данных в каких-либо целях, которые подписывает законный представитель. Эта форма должна быть. Кроме всего прочего, у вас есть большой пласт педагогического состава, который работает в данном образовательном учреждении в соответствии с Трудовым кодексом, в соответствии со 152 ФЗ. Согласие на обработку персональных данных с работников вы тоже берете. Тоже форма согласия разрабатывается конкретно, она есть вот в этих правилах. Кроме всего прочего, у вас информация о ваших педагогических работниках периодически появляется на официальном сайте учреждения. Тут тоже должна быть определенная форма в соответствии с частью 1 статьи 8, что вы делаете общедоступными информацию о работниках. Вот эти 3 формы у вас обязательно должны быть в правилах по обработке. Кроме всего прочего, в правилах также указывается, что ваши работники, которые имеют доступ к персональным данным, дают обязательства о неразглашении. Форма обязательства тоже должна быть в правилах. То есть это вот первый момент. Второй момент. Тут же вы должны прорабатывать вопросы обработки персональных данных как на бумажных носителях, так и в информационных ресурсах. То есть есть определенные правила для того, чтобы работать и на бумаге, и в информационном ресурсе. В информационном ресурсе, кроме правил, еще есть и распределение ролей. То есть вы можете работать в информационном ресурсе только пользователь, либо у вас есть роль внесения изменений, либо администрирования. Это тоже прописывается во внутреннем локальном акте, это тоже правила обработки персональных данных. Кроме всего прочего, в положении не мешало бы закрепить момент, когда вы работаете в информационных системах, на электронных носителях, в компьютере, либо еще где-то, каким образом вы будете пользоваться данной машиной. Допустим, будет меняться пароль, какой должен быть сложности пароль, как часто он должен меняться. Как правило, это называется парольная политика. Естественно, эти моменты тоже определяются в самом положении по обработке персональных данных. Также тут же определяются и условия уничтожения персональных данных, то есть в течение какого времени информация хранится, каким образом уничтожается. Соответственно, когда вы говорите об уничтожении, также разрабатывается форма акта уничтожения, то есть чтобы никому ничего не выдумывать, определяется порядок, допустим, комиссия в течение, допустим, месяца, в конце текущего месяца выделяет документы к уничтожению, уничтожается таким-то образом, комиссия фиксирует это в акте. Естественно, у вас будет конкретно прописан порядок. Кроме всего прочего, живем мы в таком довольно информативном ресурсе. Многие из нас пользуются переносными носителями, то есть флеш-накопителями. Если такое используется, то тоже правило применения данных флеш-накопителей должно быть прописано. Кроме всего прочего, если вы используете сеть интернет на рабочих местах, тоже должно быть определено, каким образом и когда и что вы можете там размещать, что вы вообще можете делать при включении, допустим, одной системы и другой системы, чтобы не было утечки информации. Все вот такие моменты, которые касаются обработки персональных данных, будь то бумага, будь то компьютер, они все прописываются в положении по обработке персональных данных. Это единственный документ, в который можно вложить очень многое, что вам необходимо. И назовете так положение по обработке персональных данных, в котором все закрепляется. Кроме всего прочего, внутренние локальные акты оператора должны определять лица, которые допущены к обработке персональных данных, как на материальных носителях, то есть бумаги, также и в информационных ресурсах. Как правило, это приказы. Рекомендую оформить приказы таким образом. Мы просто проверяли организации, и очень многие применяют, указывают в приказе должности, не лиц конкретно, допустим, Иванов, Петров, Сидоров, да, а там педагоги идут, у них прямо конкретно определены, там классный руководитель. Как у вас это будет, я не знаю, но если удобно определить должности, а потом уже знакомить конкретно лиц, которые занимают эти должности, пожалуйста. Потому что есть определенный состав, который у вас, допустим, директор, зам директора по такой части. Понятно, что педагоги, это такая категория, их много.
и они все под одной категорией. Поэтому определяйте сами, как вам удобно. Но тем не менее нужно актуализировать эти сведения постоянно, поскольку все мы с вами приходим, уходим. Человек ищет, где лучше, может уволиться, может к вам прийти кто-то новый сотрудник, могут какие-то условия меняться. Это нужно мониторить. Для этого внутренним локальным актом определяется у вас, конечно, план мероприятий, контрольные мероприятия, которые закрепляются. У вас есть ответственный, да, у него есть инструкция. В соответствии с этой инструкцией план мероприятий проводится проверочных. И, конечно, в плане мероприятий нужно определить, допустим, раз там в 3 месяца актуализация сведений. Потому что, естественно, каждый день никто за этим наблюдать не будет, но вот вы внутренним локальным актом определили, и, естественно, лицо, которое ответственно, оно будет действовать данному внутреннему документу. Точно так же определяются места хранения, сроки хранения, номенклатура, понятно, что она у вас всегда есть, места хранения персональных данных. Это могут быть определены кабинеты, в которых работают, скажем, педагоги, в которых есть какой-то информационный ресурс, допустим, те же самые журналы, если они не обезличены, они тоже несут какую-то информацию. Архивные помещения, то есть информация, которая у вас имеется, естественно, она не сдается в архив, у вас внутри организованные помещения, в которых вы храните документы до уничтожения, если они подлежат уничтожению. То есть нужно определить внутренним локальным актом и эти моменты. Но это вот примерный такой перечень, какие внутренние локальные акты у вас должны быть. Соответственно, когда вы будете разрабатывать внутренних локальных актов форму каких-либо, ну, скажем, согласий, форма там обязательств, естественно, нужно обращаться к законодательству. Если, допустим, вы разрабатываете согласие, обращайте внимание на 9 статью, пункт 4, четко прописано, что должно быть в согласии. Часть 1 статьи 8 определяет, что общедоступные источники, там конкретно указываете, на что должно быть дано согласие. Законодатель четко определяет, в каком случае должно быть обязательно согласие письменное, в каком случае любое согласие требуется. То есть согласие требуется, но не обязательно, оно должно быть письменное. Также письменное согласие приравнивается к согласию, подписанной электронно-цифровой подписью, тоже в соответствии с законом. Поэтому тут нужно конкретно определиться, что вам нужно. Тут, значит, вопрос есть такой, что... Разрешите еще по перечню документов. Помимо, собственно, названного перечня документов, еще необходимо понимать, что организация обработки и защиты персональных данных предполагает в том числе и техническую защиту, и защиту с применением средств криптографии и средств шифрования. Эти вопросы отнесены к сфере деятельности ФСТЭК России и ФСБ России. Данными органами изданы свои нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение вот этих вот работ по защите персональных данных. Из этого вытекает необходимость в утверждении еще ряда, притом немалого ряда иных документов, иных локальных актов по обработке и защите персональных данных. И на сегодняшний день они являются актуальными для каждой образовательной организации в Республике Коми. Возвращаясь к перечню документов, который был, типовых документов, шаблонных, был направлен примерно в апреле 2018 года. Там все это есть. Есть все абсолютно документы, которые необходимы. Возможно, просто некоторые вы не видите, поскольку они являются приложением к основным документам. То есть документ может называться «Положение об обработке персональных данных», а приложением к нему уже идут значительное число иных документов, которые самостоятельными локальными актами не являются. Помимо этого, скажу, что после сегодняшнего семинара мы направим в КРИРО еще раз все комплекты типовых документов, как по криптографической защите, так и по соблюдению 152 федерального закона, так и по исполнению постановления 1119 касаемо защиты информации в защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Я думаю, что Институт развития образования разместит их либо у себя на сайте, либо дополнительно направит во все учреждения и организации. Что касается вопроса по
согласию, сбора согласий на обработку персональных данных. Давайте исходить из того, что мы с вами говорили, да, полномочия, образовательные услуги, но в самом учреждении. Если вы взаимодействуете, а вы на самом деле взаимодействуете с другими образовательными учреждениями и передаете данные своих детишек, когда они участвуют в каких-то мероприятиях, уже из вашего учреждения куда-либо. В этом случае вы будете за каждым отдельным ребенком ходить и брать согласие вот перед самым мероприятием. Поэтому здесь предполагается, что вы при исполнении полномочий по образовательным услугам, естественно, будете взаимодействовать и с другими организациями. А для взаимодействия и передачи данных нужно обязательно согласие. Я этот момент озвучила, когда говорила, что внутри, в учреждении, в образовательном учреждении, да, согласия вам не нужно будет. Для передачи обезличенных данных согласия не нужно. Но если, допустим, ребенок выходит в соседнюю школу, участвует там в мероприятиях, вы же его данные передаете в другую образовательную организацию, которая, извините, никакого отношения к вашей школе не имеет. Поэтому в этом случае обязательно согласие должно быть. А в пределах 210 ФЗ, естественно, вам не нужно согласие. Просто вопрос тут звучит. Представление государственных муниципальных услуг. Конкретно по образовательному процессу в вашем образовательном учреждении данному конкретному ребенку, да, согласие не нужно. Во всех остальных случаях нужно. Если у вас ребенок будет находиться только в учреждении, никуда не будет выезжать, ходить, пожалуйста, не берите с него согласие. В этом случае можно ведь продумать другой момент. Если вы заключаете договор непосредственно с родителями, законными представителями, можно отдельным пунктом прописать эти моменты и не брать согласие. Конечно, эти же моменты также отражаются у вас в вашем положении, внутренний локальный акт, что вы конкретно говорите о том, что вот будет в процессе образовательного учреждения, в процессе предоставления услуг будет направлять туда или сюда вот эти вот данные. Вы же можете все это прописать, все в ваших руках. Главное, что законный представитель, чтобы он знал конкретно, для чего вот эти данные будут направляться той или иной стороне. А потом нужно иметь в виду, что передача персональных данных третьему лицу, она уже подразумевает конкретно разговор о том, кому будут переданы мои персональные данные, в какой цели, для чего. То есть статья 4, часть 4 статьи 9 четко говорит о том, что если передача производится, то должны быть указаны данные третьего лица. Заключая договор, первый, единственный, допустим, да, начиная там с 5 класса и будет у вас учиться ребенок до конца учебного процесса, вы же не можете предположить, что эти данные кому-то когда-то будут передаваться. Вы же всех не перечислите. Поэтому, естественно, если передача будет производиться, допустим, ребенок будет выезжать куда-то для участия, и вы будете организовывать ему пребывание на данной конкретной территории, данные его, естественно, будете передавать. Если не будете передавать, если лицо будет ехать сопровождающим, тогда, конечно, вам проще. Поэтому вы организуете сами. Если передача будет производиться, значит, согласие берется. Не будет, значит, согласие не берется. Спасибо. Почему Министерство регламентации по защите информации делается обязательно? Относительно вот вопроса касаемого, почему Министерство рекомендаций по защите информации делает обязательными. Если здесь все-таки вопрос связан с необходимостью получения согласий, то, я думаю, все-таки полный комментарий уже дам. Даже если форма для заполнения заявления в 1 класс в электронном виде либо на бумажном носителе предполагает обязательное получение согласия, то делается это все на самом деле исключительно в интересах в том числе и образовательных организаций. В первую очередь. Даже на самом деле в первую очередь, потому что просто зачастую некоторые вещи делаются за вас, делаются для вас, чтобы избежать невольных вами нарушений законодательства. В силу того, что можно не подумать, можно забыть. Зачастую легче решить вопрос один раз за всех, и в таком случае мы будем в большей степени уверены, что
организация обработки персональных данных в учреждениях образования соответствует требованиям законодательства. Что касается исполнения законодательства согласно Конституции и 273 ФЗ, и в связи с этим отсутствием необходимости согласия, еще раз в двух словах поясню, что каждая образовательная организация вправе, и никто не отнимает этого права принимать решения самостоятельно. Если образовательная организация принимает решение, что обработка персональных данных в условиях этой образовательной организации без согласия соответствует требованиям, я считаю, что соответствующие специалисты и директора просто должны принять такое решение и взять на себя соответствующую ответственность. Видимо, все. Вопросов больше нет. Вопросов более не поступило и не поступает, поэтому всем спасибо за участие в семинаре. Еще раз говорю, что всегда готовы к обратной связи, к замечаниям, предложениям, всегда готовы к совершенствованию нашей деятельности с тем, чтобы в вашей деятельности становилось лучше, как в письменном виде, так по электронной почте, по телефону, после мероприятий, до мероприятий. Всегда можно все учесть, продумать и сделать только лучше. Вот еще поступил вопрос, почему в штат образовательных организаций не ввести должности, которые позволили бы организовать работу с персональными данными. На самом деле, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, образовательная организация самостоятельно вправе сформировать свое штатное расписание и предусмотреть соответствующие должности. Помимо этого, опять же, февраля 2018 года действуют организационно-методические указания по введению в штатное расписание заместителей директоров по безопасности. Если посмотреть эти организационно-методические указания, то в обосновательной части, в обосновательной организация защиты персональных данных, а также, организация защиты информации, в том числе персональных данных, может быть отнесена к функциональным обязанностям соответствующих штатных единиц по безопасности. Номера телефонов мы вам озвучили, то есть в своей части в профилактических мероприятиях я озвучил прямой номер, Лариса Георгиевна озвучила в своей части, Евгений Евгеньевич, ну, вы и так все знаете, да, все министерства. Вопросов нет, коллеги. Спасибо большое всем. Спасибо, всего доброго.